Здравствуй, страна огромная! В эфире 34-й выпуск нашего совместного YouTube интернет-проекта «Страна огромная». Сегодня мы поговорим о нашумевшей, уже много раз анонсированной до нее пресс-секретарем президента Песковым, а потом со всех сторон разложенной на кирпичики, на кусочки речью на Валдайском форуме нашего президента Владимира Владимировича Путина. Обещали нам, что мы ее будем долго читать и перечитывать. Мы ее действительно долго читали и перечитывали, и хотели бы сегодня с вами обсудить, что это такое было вообще. Почему нам говорили, что мы ее будем изучать, почему она такой вот войдет в золотой фонд выступлений нашего солнцеликого президента. И хочу вам представить наших гостей, с которыми мы сегодня обсудим программу, нашу тему. В иркутской студии Алексей Петров, политолог, активный общественный деятель города Иркутска. Многие знают его проекты городские, знают за пределами города Иркутска. Это прогулки по городу Иркутску, Альянс молодых ученых и многие другие. Здравствуйте, Алексей. Да, добрый вечер. И на студии в Москве, на телеканале «Спец», мой соведущий сегодня Игорь Гончаров и Сергей Георгиевич Левченко, депутат Государственной Думы, политик, тоже активный общественный деятель и первый секретарь обкома КПРФ Иркутской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, говоря о выступлении Владимира Владимировича, многие говорят, что ничего нового, с одной стороны, мы не услышали. А с другой стороны, говорят, что вот так, чтобы все в одном месте было собрано, вот действительно собрали так хорошо, что уже можно вставлять в хрестоматии, изучать. А действительно, вот что нам президент сказал? Я вот хотел бы первые мнения, такие короткие впечатления услышать от наших гостей. Алексей, давайте с вас начнем. Вот. Впечатление общее от выступления Владимира Владимировича какое у вас? Прошу прощения, нам нужно сказать обязательные по закону 23 слова о том, что импортное это хорошее. Обычно мы это делали с Борисом Юрьевичем Кагарлицким, но сегодня у нас первый в Восточной Сибири иноагент Алексей Петров, поэтому заставка на 15 секунд. Пожалуйста. Ну, Алексей, ваше мнение вообще? Ну, как сказал Путин, отсидеться не получится, поэтому придется в любом случае что-то сказать. Ну, надо сказать, что вообще любая программная речь главы государства, она всегда обсуждается и политологами, и учеными, и исследователями. А поскольку мы сейчас живем в такое время, ну, скажем так, грозное время, поэтому, конечно, все, что говорят люди, которые принимают решения, всегда все это под копирочку пишется. Что это было? Но это было действительно серьезное выступление. Мы можем с ним соглашаться, не соглашаться, но когда будет описана история 20-х годов 21 века, наверное, что-то из этих строк, что-то из строк этой именно речи туда может попасть, потому что мы услышали новое восприятие демократии. Мы услышали, как российские власти воспринимают понятие многообразия, в том числе культур, политических, иных европейских ценностей. И еще в очередной раз было подчеркнуто, что кто в доме хозяин, кто победил. Особенно это связано с событиями 30-летней давности, когда распался Советский Союз. Потому что все последние речи, которые такие программные, большие, выступающие от президента Путина, он всегда либо начинает, либо завершает их именно фразой о том, что 30 лет назад произошла катастрофа, затем был такой период не очень понятный и внятный,
а затем пришел президент Российской Федерации Владимир Путин, и он пытается восстановить те утраченные позиции, которые, по его мнению, государство растеряло в 90-е годы. То есть еще раз вот в этой речи мы это услышали о том, что пора собирать камни, пора собирать все народы, которые говорят на русском языке или на языке понятном русским. Ну, поэтому услышали что-то новое. Ну, вы знаете, в любой встрече, в любой речи Путина я всегда потом выписываю перечень фамилий, таких, имена собственные. То есть это те философов, ученых, которых цитирует Путин. Ну, тут что-то новое было. Ну, во-первых, мне очень, с одной стороны, важно, что он цитировал Александра Исаевича Солженицына. Он, может, конечно, я бы что-нибудь другое процитировал у Солженицына, но сейчас есть очень много авторов, которые не в тренде, и мне даже кажется, что и Солженицын, если говорить там о тех работах, за что он получил Нобелевскую премию мира, Нобелевскую премию, вообще, имеется в виду, может быть, не в тренде, но люди, которые готовят доклады Путину, они умеют правильные фразы подбирать, они умеют правильные цитаты, которые именно вот на острие. Да? Дальше это Александр Зиновьев, в этом году ему исполнилось 100 лет, и, соответственно, была выставка большая, кстати, в Иркутске я тоже на ней был, и были опять цитаты именно о цивилизации, как она будет выживать, что нужно для того, чтобы выжила цивилизация, какие ресурсы нужны. Ну и Федор Михайлович Достоевский, куда уж без него. Поэтому надо сказать, что Владимир Путин, он четко знает, кому нужно какие посылы отправить, для какой публики, для интеллектуальной публики, для тех, кто его всегда поддерживает, для тех, кто сомневается, ну и, наверное, для тех, кому его идеи не совсем близки, но, по крайней мере, они его уважают или понимают как человека, который много читает, и в том числе говоря вот такими бравадными фразами. Спасибо. Но, судя по всему, читает он явно не интернет. Игорь Михайлович, Сергей Георгиевич, ну вот мы сейчас сделали некоторый такой вывод первый, что это была все-таки лекция где-то по литературе плюс лекция по истории. А у вас какое впечатление сложилось от выступления Владимира Владимировича? Вообще, это действительно такая заслуживающая внимания речь? Ну, во-первых, я думаю, что правы те, кто считает, что в этой речи собраны очень многие части его выступлений, заявлений, которые проходили за последние, может быть, лет 15. В этом плане и мюнхенская речь была определенной сборкой и определенной выработки позиций, что ли, со стороны Российской Федерации. И думаю, что совершенно правильно, что были ссылки на Солженицына и Зиновьева, которому позавчера исполнилось бы 100 лет. Единственное, что, может быть, рядом их располагать не совсем было правильно, они все-таки антиподы. И не только Достоевского, и Данилевского, и так далее. Ну, наверное, без этого не обойтись, если ты хочешь доказать миру, что у нас есть богатая история, что у нас есть великие писатели, ученые, философы и так далее. То есть без этого, наверное, не обойтись. Единственное, что я бы хотел сказать, что вот все эти посылы, эта речь была посвящена в основном международным делам, геополитике, цивилизации в разных ее видах. Конечно, ну, скажем, для меня не очень хватало реальной оценки всего того, что произошло в России за вот эти вот десятилетия. Потому что, как я вижу, за последние годы и десятилетия происходило как раз с точностью до наоборот то, что заявлялось вот в этой речи на Валдае. Потому что, ну, есть обвинения Западу, есть. Значит, что Запад проникает во все культуры, во все страны, подчиняет себе, универсализирует, значит, делает
подобным, значит, по американским лекалам. Но возникает вопрос, а кто способствовал проникновению всех этих западных корпораций, западной культуры в Российскую Федерацию за последние десятилетия? Мы, кстати, я имею в виду и я, и мои товарищи по партии, многие мои друзья достаточно сильно возмущались тому, что происходило за последние десятилетия. Потому что, ну а нам как отвечали? Нам отвечали, что патриотизм – это последнее прибежище идиота, вот, или мерзавца, или негодяя. Вот. Значит, сегодня вот то, что мы говорили за последние эти десятилетия, стало востребованным, и мы хотим сразу взять и, так сказать, нарожать готовых патриотов, которые бы защищали суверенитет нашей страны во всех его проявлениях, и в культуре, и в, значит, и в науке, и в политике, и в спорте, и так далее. Поэтому здесь у меня определенное раздвоение есть с точки зрения оценки, потому что я вижу, что есть попытка сидеть на двух стульях. С одной стороны, значит, мы клеймим позором, как говорится, и нехорошими словами либеральную модель, капитализм как таковой. С другой стороны, все последние годы и десятилетия натягивали на себя это одеяло. И сейчас, значит, обращаемся к ним, чтобы они вели себя совсем по-другому, чтобы они забыли свои капиталистические интересы, забыли, значит, чем они занимались все последние даже не десятилетия, а столетия, и на что-то рассчитываем. Наверное, эта речь была в виде посыла Западу, что мы по-прежнему хотим с ними в какой-то мере сотрудничать. Но большая часть речи направлена на то, чтобы показать миру, насколько Запад плох и насколько мы должны отстаивать именно свою цивилизацию, культуру и так далее. Поэтому есть у меня определенная такая дуальность, раздвоение в оценках, значит, вот этой речи. А если мы посмотрим ответы на вопросы, там есть еще более, так сказать, противоречивые оценки, значит, всего того, что было сказано. Поэтому это определенный, на мой взгляд, сумбур. Вы задали очень такую четкую временную рамку для вот этого выступления, что собрано буквально за несколько десятилетий, ну то есть за все время работы президентом Владимира Владимировича. Может быть, это его такой финальный итоговый отчет, ну так же как годовой отчет собирают из месячных. Вот из его предыдущих речей отчетов собрали, и вот, пожалуйста, отчет за 20 с лишним лет. Можно ли так рассматривать эту речь, это выступление? Я думаю, что нет. Думаю, что нет, пока я не вижу, чтобы возобладал инстинкт самосохранения. Пока еще, по крайней мере, у нас в стране делается попытка вот всех тех действий, именно тех, в которых обвиняется Запад. Я имею в виду и доминирование, вот, и с точки зрения идеологии. Вы знаете, есть закон жизни. Идеологию одну можно заместить только другой идеологией, а заместить пустотой невозможно. Мы последние 30 лет жили безо всякой идеологии. И при этом, конечно, ругали коммунистов, большевиков там, и так далее, и так далее. А сегодня вот, так сказать, и значит, коммунисты находятся под пятой и под репрессиями, и представители, так сказать, либеральной сферы. Вот Алексей, я его давно знаю, он все-таки представитель, значит, вот такой более либеральной модели, что ли. Но вот он у нас теперь заслуженный агент непонятно какой разведки. Вот, значит, я на 100% уверен, что он никакой не агент и никакой разведки. Вот, если только агент нашей российской патриотической разведки, несмотря на то, что он представитель немножко другой идеологии. Вы понимаете, значит, эта речь и особенно ответы на вопросы, когда говорится о международной обстановке, то
вспоминая обстановку внутри Российской Федерации, ты видишь, что, значит, президент обвиняет Запад ровно в том, что он делает внутри Российской Федерации. Это вот еще одна трещина, еще один стул, табуретка, на которой, значит, нынешний правящий режим пытается усидеть. Вот. Невозможно. Горбачев пытался усидеть, не получилось. И здесь то же самое. То есть либо мы отстаиваем страну во всех ее проявлениях, начиная с народа, жизни, культуры и так далее, либо мы пытаемся подлаживаться под этот Запад, который сами же ругаем. Игорь Михайлович, я возьму у вас инициативу еще на некоторое время, переведу, так сказать, на себя огонь. Хочу процитировать нашего президента и задать вопрос Алексею. Я согласен с Сергеем Георгиевичем полностью, что то, что ставит в упрек Западу Владимир Владимирович, это достаточно больно может ударить по самой российской власти. Но была такая мысль шальная, что вот может быть масштаб нужно понизить чуть-чуть и говорить не о масштабе мира, а о масштабе, вот, так сказать, российском. И, допустим, заменить слова «мир» на «Россия», там, «Запад», на «власть», на «Единую Россию», на там, «действующий режим», как угодно. И что тогда вот у нас получилось бы? Я вот сейчас просто опущу слова, которые говорят о масштабе. То есть не будем говорить там о мировых, вот эти слова мировой, международные, вот так вот опустим. И что ж у нас получится? Вот самое начало выступления. Опускаем только слова, которые касаются мирового, международного и так далее. На площадке Валдайского клуба мы с вами не раз говорили о тех сдвигах, серьезных, больших сдвигах, которые уже произошли и происходят в России. Ну, то есть мы мир на слово «Россия» меняем, опускаем, так сказать, рамку. О тех рисках, которые связаны с деградацией институтов, с размыванием принципов безопасности, с подменой права так называемыми правилами. Хотел сказать понятно, кем придуманными, но, пожалуй, это не точно. Вообще непонятно, кем придуманными. На чем основаны эти правила? Что внутри этих правил? Судя по всему, есть только попытка утвердить одно правило, чтобы власти придержащие, сейчас о власти говорили, я говорю о российской власти, ну, опять-таки меняем, имели возможность жить вообще без всяких правил, и все им было позволено, все бы сходило с рук, чего бы они ни делали. Ну, то есть вот мы, если такую гипотетическую подмену делаем, то звучит это просто крамольно по современным меркам. Алексей, а вот эта двоесмысленность вообще как она характерна текущему времени, эпохи? Ну, она, наверное, характерна не с текущему периоду, она характерна вообще институту власти. Потому что власть, с одной стороны, понимает, что она должна быть хороша для избирателя, потому что ее ждет какой-то определенный электоральный период. А с другой стороны, она понимает, что есть некие правила и именно такие законы, по которым она живет сама. Вы знаете, я сразу вспоминаю один интересный случай. Это еще были времена, когда Юрий Михайлович Лужков был мэром столицы. Там 25 или 26 год он избирался, уже был мэром. И была какая-то встреча у него с обычными москвичами. И у него спросили: Юрий Михайлович, а вы знаете вообще о том, сколько стоит билет в метро? И была такая пауза, а потом он поворачивается к своим помощникам, говорит: сколько там? То есть, понимаете, человек четверть века не был в метро. Поэтому, соответственно, он едва ли понимает о том, сколько стоит метро. То есть он очень далек уже от этого избирателя, от своего жителя, от граждан своего конкретного города. То же самое, мне кажется, и в нашей большой стране под названием Российская Федерация. То есть общие тенденции, что да, наверное, власть понимает, как живут граждане там, в городах, в крупных особенно городах, наверное. Может быть, в малых городах, потому что все равно Путин относится к категории, той категории политиков, которые достаточно много ездят по России. И поэтому все равно где-то помимо, так сказать, избранных попадают нормальные какие-то люди, там, не знаю, врачи, учителя, с которыми все равно иногда можно, наверное, поговорить в том числе о каких-то бедах и проблемах, да. Но в целом, почему, например, вообще в свое время
там французы еще и американцы придумали, что нужно власть менять, что прошли там 4-5 лет, и нужно выбирать. Для того, чтобы понимаете, вот человек, который руководит там, государством, регионом, там, какими-то другими институтами, он немножечко потом переходил в другую сферу и не отрывался совсем как бы от реалий. То есть, когда люди 20 лет чем-то руководят, они всегда немножечко отрываются вообще от реальной картинки. Что такое Россия для Владимира Путина? Это набор тех документов, которые подготовили ему его помощники, консультанты. Вот он утром, наверное, приходит в офис, там, да, в Кремль, у него лежит на столе папка. И там написано о том, как вообще живет Россия, те 146 миллионов, которыми он руководит. Насколько та картинка совпадает с реалией, скажу честно, мы с тобой, Антон, не знаем, потому что мы не знаем, что написано. Мы можем только догадываться, с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться. Поэтому вот когда мы сейчас заменили только одно слово, то есть мы поняли о том на самом деле, что какая печалька получается, что не та сладостная картина, которая хотелось бы вообще любому руководителю, кто бы сейчас эту речь не читал. Спасибо. Но хочу сказать, что у нас был круглый стол, я о нем уже говорил в предыдущем эфире, в апреле прошлого года у нас был круглый стол в Москве, на котором Булат Искандерович Нигматуллин, который позже присоединится к нашему эфиру, сказал: благостные речи, хватит за эти благостные слова говорить, страна в опасности, нужно говорить о том, что действительно беспокоит страну. И вот действительно, может быть, за такими докладами и не видит человек благостной, ну как бы реальной картины мира. Это проблема. Ну, понимаешь, есть еще один момент очень важный. У нас российский гражданин, он вообще человек, мягко говоря, без претензий. Я тут недавно посмотрел статистику, оказалось, что 73% или 71% граждан России никогда не имели заграничного паспорта. Это означает о том, что они никогда не выезжали за пределы России. Почти половина России едва ли как бы перемещается за пределы своего региона. То есть получается так, что очень много граждан нашей страны живет именно на каком-то очень узком пространстве. Там город, регион, и дальше него никуда не ездит. Им не с чем сравнивать. Поэтому, когда им рассказывают о том, что там плохо, а здесь у вас хорошо, я даже понимаю, почему граждане соглашаются с этим. Потому что они ничего другого не видели. Недавно был замечательный один репортаж по телевидению, который меня очень сильно потряс, когда какая-то женщина в возрасте говорила о том, что эти пиндосы там в Америке такие-сякие. Бабуля, откуда вы это знаете? Мне по телевизору рассказали. Мойша напел. То есть я к чему, что когда ты сам не видишь своими глазами, даже мы не говорим о том, что в Европе там, или в Америке, что происходит, как жизнь меняется в больших городах и в малых городах, что это вообще две стороны одной медали, о чем тогда можно говорить? О чем мы можем будем говорить тогда? Спасибо, Алексей. Я хочу сейчас представить нашим зрителям также мнение Александра Редько. И после этого я хотел бы передать слово нашей московской студии, для того, чтобы уже Москва задавала свои вопросы и нам, регионам, и Сергею Георгиевичу в студии. Пожалуйста, поставьте короткое мнение, а расширенную версию вы можете посмотреть на канале Спец. Александр Алексеевич, вот буквально сегодня, вот во время нашей записи, вот на Валдае выступал президент Путин и озвучил очень много интересных тезисов, интересных мыслей. И, в общем и целом, он многие вещи говорит правильно. В частности, опять же, он упомянул Советский Союз, о том, что разрушение Советского Союза явилось источником силы для Запада. Он говорил о трансформациях, которые переживает сейчас мир, и что ближайшее десятилетие будет ключевым. Он говорил о кризисе капитализма. Очень много разных интересных и, в общем-то, таких правильных вещей он говорил. Как вы оцениваете его речь? Что вы можете сказать по этому поводу? Вы понимаете, в жизни всегда есть два момента: оценивать речь человека и оценивать его дела. Я очень часто соглашаюсь с Владимиром Владимировичем по всем его выступлениям и считаю, что
Если бы мы все делали так, как он говорит, мы бы уже были далеко впереди планеты всей. К сожалению, это часто расходится, или это из-за неисполнительности, так скажем, остальных участников управления в нашей стране, или это из-за каких-то козней с Запада, или еще по каким-то причинам. Но у нас вот, как говорится, мы размахиваемся на рубль, а бьем на копейку. На словах действительно все здорово. Вот как говорится, так вот было бы здорово. Кто это исполнит? Кто выполнит? Кто выполнит майские указы президента? Расскажите. Вот они были. У нас есть стратегия национальной безопасности. Документ в 2021 году переписан, сделан, он стал еще лучше, чем был. Кто его подписал? Владимир Владимирович Путин. Я аплодирую. Супер документ. Давайте исполнять. Я могу много перечислить тех указов и тех правильных документов, которые президентом подписаны, но не выполняются. Да, да. Ну, то есть можно говорить о том, что слова все правильные, вот только дел мало, Да. как я понимаю, да? Да. Вот такое мнение достаточно интересное и, я думаю, что оригинальное по своему содержанию. Игорь Михайлович, ну вот Да. я, конечно, много, извиняюсь, брал на себя, но вот хотелось бы и ваше мнение услышать, и ваши вопросы. Ну, во-первых, вдогонку к уважаемому профессору, конечно, он всегда оригинален и мною уважаем. Вот. Но у меня ровно такое же мнение. Вот ровно такое же мнение. Что бы он там ни говорил, я сейчас о светлейшем, ну, по крайней мере, за последние 15 лет точно. Вот. А на самом деле знающие люди говорят со 2-3 года. Он никогда не интересовался выполнением тех программ, которые сам декларировал. Никогда он этим не интересовался. Путин интересовался немножко другими делами. Схемами корпорации, тот, кто на каких местах и так далее. Вот это было всегда предметом его пристального внимания. Те программы, которые декларировались, я уж не помню, как тогда они назывались, сейчас указы, а тогда... Национальный проект. Национальные проекты, да. Вот со 2-го года уже люди, имеющие прямое отношение к власти, благо тогда я с ними достаточно близко общался, вот, и испытывал уважение к Путину, они, когда я что-то о нем хорошее сказал, рот мне заткнули и указали на эту существенную деталь. Что от назначенного проекта, от назначенной программы за 2 года не были назначены даже исполнители. То есть ничего не делалось вообще. Это характеризует Путина в полной мере. Это что касательно о нем как руководителе страны, как о президенте. По речам, прав профессор. Если бы хотя бы 5-я часть от того, что он говорит, воплощалась, молодец был бы. Молодец. А так болтовня, обычная болтовня. По сути, он питерский интеллигент, Редько, он человек культурный. Но по сути он вежливо назвал президента болтуном. Трудно к этому что-то добавить. Здесь все четко очень сформулировано, четко и ясно. Вот. А теперь, если перейти к делам, вот на фоне всей вот этой речи, в которой, честно говоря, я нового ничего не услышал. Вот правильно заметили, что это как бы сублимация того, что он говорил 15 лет. То есть за 15 лет его мировоззрение не поменялось. Черти что уже в стране произошло, а у него ничего не изменилось в голове, если он цитирует самого себя 15-летней давности. Это тоже ведь характерная деталь. Это трудно не заметить. Вот предыдущий оратор, которого и шпионом назвали, и инагент, по мне так весьма симпатичный человек. Вы выписывали отдельные слова, существительные. Есть такая система анализа, но она не работает по отношению к подготовленной речи группой. Там невозможно это вычислить. Эта система анализа работает, когда человек говорит налегке. Сейчас, пусть даже подготовлено, но живой речью. Путин 100 лет уже не отрывается от бумажки, слова не говорит лишнего. Понимаете? Вот это вот, что я увидел характерного. А теперь по делам. Шойгу на месте? На месте. Вот хотя бы, я не знаю, что-то вот равными фигурами рядом поставить, объявить. Этого даже не делается.
Набиуллина на месте, а этот человек враждебный интересам народа. Я сейчас даже не рассматриваю очевидное, за что ее надо было сразу вышибать. Вот потери этих капиталов на Западе. Ведь нельзя показать то, что она здесь не при делах. Конечно, это вина президента в том числе, потому как она его подчиненная. Но Набиуллина, она тоже имеет свой голос, и могучий голос, как говорят знающие люди. На своем месте. Все остались на своих местах. Ничего не меняется. Промышленники говорят, что сейчас со скрипом идет то, что называется мобилизация. Я имею в виду промышленная мобилизация. Все это расходится с его словами. Из характерной вещи, забыл я этого журналиста, который задавал вопросы, я его плохо знаю. Он пошутил, что в своих прежних высказываниях вы говорили, что мы попадем в рай, в отличие от пиндосов, которые просто сгорят. Вот. И он добавил, что в рай как бы мы не спешим. И Путин сделал паузу. То есть я не знаю, что он хотел этим показать, но у Путина на эти слова не было ответа. А вот это уже характерно. Вот это уже характерно. В целом, это чужая речь, а поведение в целом уверенным голосом говорит неуверенный человек. Он не знает, что будет завтра. У него нет реального проекта. У него нет единой стратегии. Его, как всегда, колбасит. Вот так в двух словах по речи Путина. Я там ничего не нашел, честно говоря, нового и ключевого. Ничего не нашел. Кроме вот этих очередных исторических цитат. Вот на совершенно мутную, повторяющуюся... Но это все было. Это было многократно. Хотелось бы еще ваши вопросы услышать нашим гостям. От меня, да? Да. Но, извините, Алексей. Алексей, да, я вас плохо знаю. Прошу прощения. Вот с международных позиций, если... В чем прав, в чем не прав Путин? Вот ваше видение по международным взаимоотношениям. С одной стороны, реально есть англосакский блок, он реально существует. Глава Америка. Вторая башня чуть меньше, Англия. Это факт, это исторический факт. И от него трудно отмахнуться. С другой стороны, и то, и другое – это альма-матер современной демократии. И там тоже особо не забалуешь. Вот между двумя этими началами, в чем прав и в чем не прав Путин, на ваш взгляд? Когда он заигрывал с Западом по поводу и без повода наши партнеры, и сейчас, когда все партнеры стали врагами. Тем самым он оправдывает свои ошибки. Мы же воюем, у нас же враги, осажденная крепость. Вот в двух словах вот это. Вы знаете, мне очень достаточно сложно отвечать на этот вопрос по одной простой причине, что я сторонник же такой версии, что любить Россию можно и из Парижа. То есть я вообще человек западнических форм, и я все 30 лет занимаюсь активной общественной деятельностью, или гражданской деятельностью, или научной деятельностью. Всегда говорил о том, что Россия – это Европа, что у России нет никакого, увы, особого пути. И я вообще считаю, что мы живем в Иркутске, это вообще последний европейский город. Именно Европа заканчивается в Иркутске. Это настоящий европейский город. И поэтому мне очень понятно, что делал многие годы Запад. То есть, поскольку все те ценностные ориентиры, которые они прописаны были там много-много веков назад, демократические преобразования, которые были у них, и, соответственно, какие-то экономические, они все были просчитываемы, все были понятны, и очень часто, конечно, Россия, не могу сказать, что играла по этим правилам, но я, например, не считаю о том, что все-таки Россия играла в поддавки. Нет, я с этим не согласен. И, кстати, когда даже Путин говорит о том, что Запад почувствовал себя победителем после распада Советского Союза, вы знаете, я бы не делал таких однозначных выводов, что СССР развалился, и после этого Россия стала ничто. Нет. Да, 90-е годы это было время, когда у России, даже помышляла о вступлении в НАТО. То есть это было государство, которое было очень благосклонно ко многим европейским и западным реалиям,
и там президента Ельцина очень часто похлопывали по плечу и американский президент, там, и руководители крупнейших европейских стран. Но мне кажется, что если бы мы сейчас с вами вот эти вот там 25-30 лет назад откатили, это было бы более понятно для России, чем сейчас. Почему, я объясню. Все-таки, если посмотреть нашу историю государства России там, за последние 300 там, с небольшим лет, как Петр I открыл Европу, открыл Россию для Европы, то есть большая часть руководителей страны, это независимо от того, монархи это были или уже советские руководители, они все равно понимали, что с Европой нужно договариваться, нужно работать, и, соответственно, даже обратить внимание, в тяжелые сложные времена, которые называются холодная война, всегда находились у нас, были очень сильные контакты с европейскими государствами. То есть пусть, конечно, там, например, с той же самой Западной Германии мы через ГДР сотрудничали, когда были какие-то вот встречи, но Советский Союз тогда все равно считал себя полноправным участником вот этого европейского, этих европейских реалий. Сейчас же мы за последние несколько месяцев просто отсекли себя от всего самостоятельно, то есть мы пытаемся, наверное, показать свою какую-то не просто особенность, мы пытаемся показать, что мы совсем другие. Понимаете, мне кажется, что с бухты-барахты Россия не может стать другой по одной простой причине, что мы европейская страна, потому что у нас мы говорим на европейском языке, и половина нашей страны знает у нас английский, немецкий, французский, европейский языки. Мы слушаем европейскую музыку, мы ходим в европейской одежде, мы кушаем европейскую кухню. И у нас это все понятно, понимаете, в чем дело? То есть, например, мне очень трудно сейчас, например, представить, что там у нас появится вот сейчас большое количество восточных партнеров, которые будут превалировать больше, чем европейские страны. То есть, да, может быть, какие-то сиюминутные у нас проекты были с разными странами, и это очень хорошо, что у нас есть, что мы дружим там с Китаем, с Индией, с Мьянмой сейчас у нас такие какие-то большие отношения, что даже тут они по российским городам приезжали. Но Россия, понимаете, все равно это такая европейская цивилизация. И вот когда вы вначале говорили о том, что сейчас Путин там отсек много того, что 20 лет делали российские чиновники, российские власти, мне кажется, что они на самом деле сами до сих пор думают, что мы и есть Европа. Просто Путин обиделся. Мне кажется, что вот это именно так. Что это какая-то личная обида, она переросла вот в такие вот именно публичные заявления, оскорбления, причем оскорбления не только со стороны России, но и со стороны Запада, потому что сейчас, я, честно говоря, давно не помню, чтобы такое большое количество европейских чиновников так негоже отзывалось вообще о российской власти. То есть это на самом деле не красит вообще политику, мировую европейскую политику. То есть и даже, вы знаете, когда вот читаешь документы военных времен, там, потому что очень много же опубликовано документов, все равно как-то с большим уважением мы относились, например, у нас там к европейским руководителям, даже тех государств, которые, скажем так, не были там на стороне, например, там, антифашистской коалиции. То сейчас мы видим просто-напросто такая, знаете, такая разруха полная. Я не знаю, видите, есть у меня один вопрос, который я бы задал, наверное, людям, которые принимают сейчас решения. Чем должно все это закончиться? С точки зрения именно вот такого мультикультурного мира, с точки зрения именно ценностного мира, мне кажется, что на этот вопрос, к сожалению, нет ни у кого ответа. В том числе и у России, и в том числе, наверное, у Запада. Потому что еще несколько месяцев назад никто не предполагал, что это будет именно так. Поэтому это вот такой очень сложный вопрос, конечно. От себя добавлю, что, мне кажется, картины будущего и в речи Путина тоже не было. То есть, каким должно быть будущее, каким оно будет, это ему тоже в упрек ставят. Игорь Михайлович. Да, не могу чуть-чуть не прокомментировать, ты же меня знаешь, Антон. История взаимоотношений Европы и России, она куда богаче, чем обычное сотрудничество.
и псов рыцарей пришлось топить в озере, и Варшаву усмирять, и до Парижа доходить, и шведов с Балтики изгонять. Много чего было. Очень много чего было. И все это вот взаимоотношения с Европой. И Англия, она всегда была, как там англичанка гадит, да? Англия всегда была и в турецких консультантах, и в Крыму, где только не было Англии, где были интересы России, появлялась Англия в виде шпионов, консультантов. Вот. У нас очень богатая история взаимоотношений с Европой. Ну, да, наверное, мы принадлежим к европейской цивилизации, но они считают, видно, несколько иначе. Несколько иначе. У Костомарова есть на это очень долгое, но такое логическое рассуждение о том, что европейская цивилизация, европейский уклад интереса – это не больше, чем англосакский национализм. Но это отдельная история, кому интересно. Костомаров, историк был такой великий. Он все это разложил по полкам, несложно к этому добавить. Это вот что касательно комментариев. Вот. Ну а что касательно Путина, кого, вот вы говорите, спросить, кто принимает решение. Да черт его знает, кто принимает решение. В том-то все и дело, что они там собираются в группе, и я не знаю, с кем они советуются. Это же очевидно. Это же очевидно, что Россия без рулей вот в этом смысле. Антон, с твоего позволения, Сергея Георгиевича спрошу. Сергей Георгиевич, вот понимая то, что там со стратегией все-таки сложно, да и с тактикой непонятно, я имею в виду у наших руководителей, будем вот о наших сейчас говорить, не о врагах, не о супостатах, надо говорить о своих, анализировать своих. Вот на ваш взгляд, а где все-таки Россия должна остановиться? Вот во всем этом конфликте. Вот сейчас даже если оторваться, вот как это произошло, как это происходит, ну где-то должен же быть рубеж, где-то должен быть конечная точка всего. Ведь цель любой войны – мир. Мир на определенных условиях. Это Клаузевиц, это не я сказал. Вот, на ваш взгляд, где те рубежи, какая конфигурация, где это разумно? Ну, во-первых, я должен сказать, что вот по поводу предыдущего вопроса, Игорь Михайлович, мне кажется, что Алексей своеобразно, но точно ответил на ваш вопрос. С чем вы не согласны? Я вижу, что Алексей не согласен с тем, что глава государства обиделся. Глава государства не имеет такого права. Он должен действовать в интересах своего народа, своей страны, своего государства. Если при этом ты лично, как человек, так тебя и тянет обидеться, то у тебя такого права нет. И я увидел и услышал в словах Алексея, вот с чем он не согласен. Не согласен. Я придерживаюсь такой же точки зрения. Ну, кстати, Алексей историк, ты же знаешь, что, собственно, выборы-то зародились не во Франции, в Германии, а еще 400-е годы до нашей эры в Афинах. Вот. И там, конечно, не было, как мы знаем по истории, конечного срока находящихся у власти, но зато был остракизм, где если 15% острых черепков, значит, Демос набросал какому-то правителю, то уже, значит, его песенка была спета. Вот. Это 400-е годы до нашей эры. Вот. А сегодня Греция находится, так сказать, на периферии Европы, ее сильно не считают за, так сказать, страну, которая имеет огромную культурную, национальную ценность. Да. И, по сути дела, не считают, что можно было вот у этой великой страны чему-то учиться. Вот. Они делают свое, точно так же, как и в взаимоотношениях с Россией. Ну, это вот, может быть, там короткий такой комментарий. Что касается наших здесь дел, я вот хотел оттолкнуться от того, что я уже сказал. Дело в том, что президент на Валдае обвиняет мировое сообщество, или вернее Запад,
ровно в том, что он делает в Российской Федерации. Вот возьмите любой постулат, вот, значит, сегодняшний правящий режим борется, значит, с инакомыслием внутри, борется с оппозицией. Ну, что устраивают по поводу выборов, вот это вот действие, которое, значит, у нас каждый год происходит, его же выборами нельзя называть. Я не зря сказал про древние Афины. Если уж с точки зрения выборов, то, значит, это было гораздо демократичнее, хотя там, конечно, не весь народ, а только демос, которых там было порядка 10% от всего населения. Но и тем не менее. Вот. А сегодня, и Алексей хорошо знает, и все мои, значит, товарищи, которые сегодня участвуют в этой передаче, это действие выборами назвать нельзя. Нельзя назвать, значит, экономической политикой, значит, вот то, что происходит, потому что уже, так сказать, как минимум с 2014 года, значит, наши, к сожалению, реальные доходы населения падают. Мы уже дожили там почти до 21 миллиона людей за чертой бедности. Официально. Да, только официально. Ровно вот когда закончился срок вот этих вот золотых нулевых годов, когда, значит, цены на углеводороды в несколько раз, там, до десятка раз увеличились, и после этого сразу пошло падение, и в том числе и, значит, самого бедной части населения. Это разве можно назвать политикой? Вот Редько, значит, которого я очень уважаю, напомнил о том, что хорошие документы принимаются и подписываются президентом. Ну да, действительно, если прочитать, значит, вот стратегию национальной безопасности 2021 года, правильно, абсолютно верно, точно так же, как и речь на Валдае. И ты скажешь, что там все хорошо написано. Но мы договорились уже вот в обсуждении разных людей, в том числе я и на Русском православном соборе это слышал, что стратегия национальной безопасности – это и есть идеология. На самом высоком уровне, с трибуны, так сказать, с президиума такие вещи заявляются. Это у нас с вами за последние, значит, 20 лет принято 4 стратегии национальной безопасности, одно другое лучше, как говорится. Вот. И у нас что, 4 идеологии было, так сказать, за эти 4 года, за эти 20 лет? Но это совсем не понимать, о чем ты говоришь, хотя люди там остепененные, осененные там, и так далее, и так далее. Я повторяю, что никакое государство никогда не выживало, если оно чем-то не сплотилось. Идеологией, значит, доверием к руководству, вот, значит, вот как это было во многих странах, вера тем словам, вера тем решениям, которые там принимаются. Либо, значит, уже привел к этому инстинкт самосохранения государственный, значит, когда народ понимает, что дальше уже все, дальше уже предел. Вот Алексей правильно вопрос задает, а что дальше? Вот. И тогда уже сплачиваются независимо, значит, от того, есть там идеология или нет идеологии, спасают свой родной дом, свою родину. Но чаще всего это происходит со сменой руководства, потому что, значит, руководство свою роль не выполнило. А вот сегодня, к сожалению, вот идет дело к тому, что, значит, люди все больше и больше понимают, что мы ввязались в такую историю, которая грозит нам. Я сейчас даже не про Украину, я говорю про Россию. Она грозит нам тем, что она будет расчленена, как в свое время Советский Союз. И ведь при всем таком цивилизационном, так сказать, оформлении того, что говорит Запад, мы же ведь это хорошо понимаем, что является целью или кто является целью. Является целью Россия, на которую, так сказать, и Запад, там, да и восточные страны, их тоже нельзя сбрасывать со счетов. Они давно уже хотят, так сказать, завоевать какую-то часть. Вот. Поэтому, значит, рассказывать о том, что, знаете, вот мы-то, конечно, хотели бы с Западом дружить, хотя капитализм, он давно уже себя исчерпал, либеральная модель плохая, там, и так далее, и так далее. С чем и с кем тогда дружить?
надо говорить с позиции внутренней силы, экономической, идеологической, силы воли, силы духа, все что угодно. Вот то, чего у нас не хватает сегодня в нашей стране. Правильно на Валдае сказали, что нельзя было представить, чтобы во времена Советского Союза, уже особенно после Великой Отечественной войны, значит, такое количество стран принимало решение против поддерживать санкции там, и так далее. Ну как с этим можно значит, согласиться? И все, что мы пытаемся сказать, что мы продолжаем быть такими великими и ужасными, да уже не верят. 140 стран, значит, проголосовало, поддержало, так сказать, санкции против нас, в том числе и самые маленькие. Нас перестали уважать. Уважают ведь даже маленькие страны. Тогда, когда, значит, они проявляют волю, характер, стремление к тому, чтобы, значит, свой суверенитет отстоять. Страны, которые во много раз меньше, чем и Советский Союз был, и Российская Федерация. Но, тем не менее, против них таких вещей не делают. Поэтому, значит, к сожалению, как вот, значит, я вижу, в нашей сегодняшней стране время подходит к тому, что нужно принимать очень серьезные, принципиальные, радикальные решения. И если эти решения не будут приняты в целях сохранения нашего государства и нашего народа, то вступит уже в действие, ну, скажем так, историческая поступь, которая есть в каждой стране, и она приведет, к сожалению, к последствиям, из которых мы выбираться будем долго и с огромными потерями и затратами. Ну, Игорь Михайлович, я сейчас снова слово хотел бы взять. Сейчас мы поставим видео «Привет из 2003 года» для того, чтобы сравнить вообще с сегодняшним днем, добавить новую рамку для нашего обсуждения. И дальше у нас появится новый гость, это Булат Искандерович Нигматуллин. Вот. А пока что ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчики, чтобы получать все уведомления с тех каналов, на которых вы нас смотрите. А мы вещаем, я еще раз напоминаю, от Магадана и до Москвы. Это каналы «Товарищ Магадан», «Пульс при Ангаре», Сергей Королев, спецлайф. Ну и у нас еще очень много других каналов. Смотрите в описаниях к этому видео и подписывайтесь. А сейчас видеосюрприз, неожиданность для наших зрителей. Привет из 2003-го. Это Владимир Соловьев и его гость. В общем, смотрим. Сюрприз для всех. Когда-то вы говорили, что президент является самым правым у нас в стране, и вы шли в Государственную Думу на выборы с лозунгом Путина в президенты и Кириенко в Думу. А сегодня очень жестко критиковали президента, что эпоха романтических отношений закончилась с президентом. Президент управляет страной 3 года. Есть, естественно, позитивные моменты в его деятельности, есть и негативные. Я бы к негативным отнес такие серьезные проблемы, как разрушение коммунальной инфраструктуры, такие важнейшие, тяжелейшие проблемы, как гигантский уровень бедности, 34 миллиона людей живут ниже черты бедности, такие серьезные проблемы, как обнищание, в первую очередь бюджетное обнищание регионов и городов российских, за исключением, пожалуй, может быть, Москвы. И самое главное, что за 3 года так и не сформулирована стратегия, а, собственно, какую Россию мы строим. Какая экономика должна быть, каково место нашей страны в мире. Да, но ведь именно вы правы давали очень много советов президенту, и чуть ли не все его экономические решения приписывали, в частности, команде Гайдара и его советам. Я должен вам сказать, что действительно в 1999 году Сергей Кириенко, если вы помните, подарил тогдашнему еще премьер-министру... Гигантский талмуд. Да, гигантский талмуд. Буквально месяц назад мы его изучали заново. Оказалось, что больше половины того, что там написано, сделано. Ну что сделано? 13% подоходный налог. Принято. Закон о земле, дающий право гражданам иметь собственность землю. Принято. Судебная реформа, суды присяжных и судебный арест. Принято. Но если половина талмуда за 3 года отчитана, чего же вы тогда хотите от президента? Не слишком ли много Но, от с него другой требуете? стороны, сделаны шаги, которые, на мой взгляд, только страну
на периферию мировой истории отталкивает. Я имею в виду ровно то, что сказал, что гигантская поляризация между богатством и бедностью. В журнале Forbes 17 миллиардеров долларовых, и на этом фоне 34 миллиона бедных людей. Естественно, такая Россия всегда беременна революцией. Вот такое интересное мнение, что Россия всегда будет беременной революцией при таких условиях. Булат Искандерович, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Добрый день. Вот я не раз цитировал и сегодня, и в прошедшем выпуске ваше выступление с круглого стола в прошлом году, что хватит благостных разговоров, страна в опасности. Мы вот видим по выступлению 20-летней давности, что не так уж и много поменялось у нас. Как было количество бедных там 35 миллионов, но у нас методику поменяли, пересчитали, стало 20 миллионов. Как расслоение социальное было огромным, так оно и осталось. Как с экономикой вопросов очень много было, так и те же вопросы, собственно говоря, и остались. Но вот кажется, что тогда какой-то образ будущего хотя бы был. А сейчас что видится нам впереди? Вот этот момент хотелось бы с вами обсудить. И я хотел бы дать еще одну такую цитату из выступления Путина, вообще для нашего обсуждения, что вот он в упрек Западу ставит, что у них нет идеи созидания позитивного развития, им просто нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования. Но это опять-таки, как все про нашу власть. И вот он говорит, что смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее устройство формируется на наших глазах. И в этом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрения, идей, ну и так далее, и так далее. Булат Искандерович, что вы думаете, вот есть ли вообще противоречие, вот эта двойственность подходов, двойственность ценностей в выступлении Владимира Владимировича, что он Западу одно выставляет в качестве упреков, требований, а у нас это не выполняется? Может быть, упрек и правильный, но давайте обратимся к себе, родимым. Вот 30 лет прошло, после вот, а вообще начинается с 85 года, ну 30 лет. Вот за 30 лет наша экономика выросла меньше 30%. А весь мир вырос на 140%, в 2,4 раза. Соединенные Штаты в 2,1 раз, то есть на 110%. Я не говорю уж о Китае, Южной Корее. Западный мир примерно в 1,5 на 50-100%. Особенно лучше положение у англосаксонских стран. Но Соединенные Штаты на 110%. Вторая вещь, которая здесь сказана, да, у нас изменилась, вот цифра в 2003 году, сказали 17, Немцов сказал 17 миллиардов, все у нас более 100. Если считать по миллиардерам на долю экономики, на 100 миллиардов долларов ВВП, мы на первом месте в 2020 году, ну, вот и последующие годы. В 2 раза больше чем в 2 раза, чем в Соединенных Штатах на объем экономики. Вот, примерно в 2,5 раза больше, чем в Китае. И в 13 раз больше, чем в Польше. Вот у нас сейчас очень плохие отношения с Польшей, но Польша вот за эти 30 лет выросла в 3 раза, на 200%. Да, мне могут мои коллеги говорить, что там и помогал Запад, там и Германия, прочее, прочее. Нам же Аллах помогал, и Бог. У нас безграничные, у нас огромные ресурсы, которых Западу не снилось. И нефть, и газ, и все, и уголь, и природные ресурсы. Но что-то нам не очень сильно помогают они. Значит, в нашем хозяйстве непорядок. Этот непорядок приводит к тому, что население, основная масса населения наша живет бедно или нище. Вот средний класс, это те, которые могут купить квартиру в ипотеке, 20 лет плача, 20 лет оплаты и 30% в долях дохода населения, дохода домашнего хозяйства. Таких у нас 22%. И плюс 3% богатых, сверхбогатых. Вот 25% более-менее, остальные нет. Дальше, если говорить, еще одна составляющая, которая совершенно не изменилась, а в западном мире, в новых странах Евросоюза изменилась.
доля консолидированного бюджета ВВП, доля социальных расходов ВВП, доля затрат на медицину, на здравоохранение ВВП. Все в 1,5 раза хуже. А доля доходов населения ВВП у нас 55%, ну минус 10% это сверхбогатые, 45%, а в Польше и новых и старых странах 73%. То есть они живет просто лучше. Понимаете, мы можем 100 раз говорить, сколько угодно, что мы такие у нас сакральные, что духовные, и это соборные и прочее, прочее, но ведь живем-то хуже. Это отсюда выход, что не хотят к нам. Ведь мы же должны продвигать наш русский мир. Ну не хотят это русский мир. Ну не хотят. Хотят вот Евросоюз. Вот Украина сюда мигрировала, туда двигалась в Евросоюз, потому что там они надеялись, что там будет лучше жизнь. Ну, по примере Польши, по примере той же Венгрии, той же Прибалтики, Чехии, Словакии. У них улучшилась жизнь за эти 30 лет, а у нас она практически сохранилась. И здесь, конечно, это не враги, это мы сами. Сегодня экономическая структура, экономический фундамент нашей страны, он не позволяет, не дает возможность развиваться в стране. Это беда, учитывая особый период сегодня. Особый напряженный период, который мы сегодня переживаем. Если мы не развиваемся, то это опасность поражения в войне. Вот понимаете, экономический фундамент это должен показывать, что мы должны еще быстрее развиваться, быстрее и промышленность, экономика, все, ну, у нас даже этого нет лозунга, все для победы, все для фронта. А вообще говоря, этот лозунг давно должен был заявиться. Потому что мы видим, как провалы с мобилизацией, ну же провалы. Ну как так? Ну вот так, да, вот мы первый раз, у нас после Великой Отечественной войны первый раз мобилизационные процедуры делаем. Я просто показываю, ребята, а почему не подумали 24 февраля или до 24 февраля, что придется, возможно, по худшему сценарию придется мобилизироваться. А может еще придется мобилизацию делать. Почему у нас мобилизованные покупают себе экипировку? Это чушь собачья. Это должно делать Министерство обороны, соответствующие склады и прочее. И покупать, они должны бронежилеты и что-то такое покупать. Это вообще за пределом. Даже простые вещи. Дальше. Мы должны понять, что мы живем расслабленно, а у нас идет война. Вот я хочу пример сказать. Вот в той Германии, которая вот воевала с Великой Отечественной войной с нами против нас, немцы до середины 1944 года жили вот расслабленно, с отпусками, в общем, их старались, они не ощущали вот этой ужас доминанта войны. А вот и Сталин, и Черчилль обещали только стране слез, кровь и пот. То есть именно это и позволило победить в войне. А ведь война. Тем более, что мы сейчас объявляем, что мы воюем против всего Запада. Тогда тем более наш противник очень серьезный. И вот мобилизационный компонент. А раз мобилизационный компонент, значит, должна быть и логическая составляющая. Чего ради мужики крепкие идут и погибают на смерть. Тогда это смысл должен быть и губернаторов, и военных, и всех, что это люди, которые защищают наше Отечество. А наше Отечество защищает, но при этом там, добровольцам, там, которые хотят защищать наше Отечество, куда-то их в сторону отодвигают, а других, например, тех, которые нельзя призывать, даже отцов 3 детей, их же нельзя призывать. Значит, если они погибают, значит, 3 детей – нищета, поддержки, сегодня социальная поддержка сирот очень примитивно, очень слабенькая. Можно их не призвать? Конечно, нужно.
Но те, которые призваны, вот руководитель Башкирии где-то прочитал, говорит, а мы не можем, раз уже они попали на передовую, все, мы не можем это убрать. Ну, разве так отвечает? Это же, он же, лучше тогда вообще ничего не говорил. Вообще ничего не говорил. Вот. Но вернемся к другим позициям. Вот я только что вернулся с столетием Зиновьева Александра Александровича, нашего великого философа, великого мыслителя. Советская действительность, советский период и постсоветский период, таких людей рождает очень редко. И вот, конечно, если бы он сейчас посмотрел на то, что у нас происходит, и вот на юбилей, я подумал, что он, конечно, был очень разочарован и очень серьезно бы беспокоился о будущем. Потому что он же сказал, если мы, прошу это посмотреть на себя без всякого самообмана, потому что иначе могут исключить из истории. То есть Россию могут исключить из истории. Вы понимаете, мы должны понять, что мы находимся на краю, на грани вот движения сохранения себя, своего государства, своей цивилизации. И это серьезные выводы, очень тяжелые, серьезные выводы, в которых должна быть мобилизация, не только мобилизация экономики, мобилизация интеллектуальных, духовных, исторических, личностных и элиты, и руководители страны, и руководство страны внутри единства, этого единства, которое должно проявляться в серьезной, я говорю, о руководстве страны, проявляться в заботе о народе. Заботе. Забота о народе, забота о конкретных семьях, забота о конкретных людях, которые сейчас не уверены, что это обойдется нам малой кровью. Там тоже русские. Украинцы те же самые русские. Будут бороться, упираться, как мы будем опираться, и это может привести к серьезным человеческим жертвам. Вот это одна сторона. А вторая сторона, а что у нас было до вот этой операции? Вот до начала этого года. Вот я вот перечислил эти цифры. Это показатель того, что высшие, как вы считаете, не элиты, я бы сказал, элиты это те, которые думают о народе, а высшее сословие нашего государства совершенно оторвалось от основного народа. Слова произносятся хорошие, все эти кивоки идут такие вот, да, а внутри ничего нет. Служение народу высших управленцев этого служения не происходит. Почему не происходит? Да мы же не чувствуем это. Вот если мы чувствовали это, тогда это служение было народу, мы чувствовали. А если его нет, то нет. Где его взять? Это же пример, я сказал, ну, за 30 лет мы максимум на 30% поднялись с 91 года. Вот польская элита служит своему народу. Там в 3 раза увеличилась, на 200% увеличилась экономика. Соответственно, доходы населения, благополучие населения увеличилось. Затраты на здравоохранение в 1,5 раза больше, чем у них. Затраты на образование. Все. Вот они служат народу. А почему у нас не служение этого народа не происходит? Почему мы говорим о том, что вот финансово-экономический блок что-то такое нам не делает? Финансово-экономический блок сохранял наши резервы, потом куда-то ушли они. И он же остался у власти. Он же управляет сегодня все, по сути дела, финансовой системой страны. Никак ничего не изменилось. Дальше управление промышленностью, торговлей. Все осталось прежним. Ничего не меняется. То, что вот тогда управляли, довели до деиндустриализацию страны, провели за эти 20 лет, провели, что-то началась реиндустриализация? Нет. Да, вот говорят по телевизору, что вот там заводы начали работать, многие заводы. Да, ребята, в 2003 году ситуация в этом смысле была лучше, чем сегодня. За эти 20 лет ситуация с нашей экономикой ухудшилась. Мы значительно больше всего потеряли. Еще в 2003 году могли восстановить авиационную промышленность. Сегодня ее надо восстанавливать. Гражданскую. Вот вам были тогда, 20 лет назад, были моложе инженеры, управленцы, люди, которые знали, что надо делать, были больше количество квалифицированных рабочих, всего же нет.
Это все надо опять восстанавливать, учить. Есть сегодня лозунги такого плана или действия такого плана? Лозунги есть, действий нет. Дальше губернаторский корпус. Ручные. Да, и они отвечают за мобилизацию. Ну вот видите, как она прошла. Ведь они, как это говорят, вроде должны отвечать за территорию, но так территория-то не развивается. И, наконец, чем все это проявляется? Демографической катастрофой в стране. Мы хуже всех прошли коронавирусную пандемию. За 3 года, 20, 21, 22, у нас сверхсмертность по отношению к 2019 году 1,4 миллиона. На 500 тысяч в среднем по году. У нас снижение численности населения на периметре вот того России, которое было до приема в Российскую Федерацию этих новых территорий. 2,4 миллиона. Снижение численности за 3 года 2,4 миллиона. У нас ожидаемый продолжительность жизни ровно вернулась к уровню 1987 года. Мы так немножко поднялись с 70 лет до 73, а сейчас опять до 70 лет дошли. Чуть меньше 73. На 5 лет опять меньше, чем в новых странах Евросоюза. Там за пандемию тоже чуть понизилось. И на 10 лет меньше, чем в новых старых странах Евросоюза. Ну вот как мы можем продвигать русский мир, если у нас внутри нашего русского мира непорядок? Вот с такими цифрами, с такой экономикой, с такой уровнем бедности, с такой уровнем совершенно расслоения по доходам в различных регионах. Москва в 2,7 раза дохода населения больше, чем москвичей, чем в среднем в Российской Федерации без Москвы. Если еще брать Ленинград, то значит, будет 2,8-2,9. То есть Москва живет как столица старых европейских государств, Берлин, Лондон, Париж, а все остальные очень скромно. Разве так можно такое расслоение делать внутри огромной территории? Теперь расслоение по возможностям депрессивных регионов и этих регионов, где есть добыча полезных ископаемых, нефтегазовых ресурсов. Это десятки раз. Понимаете? Вот это все это плохое управление государством. Неэффективное управление государством. Такие слова не произносятся, это должны произносить и оппозиционные партии. Причем жестко, в лоб, руководство правительства страны. Так жить нельзя. У нас опасность. Если говорить о сегодняшнем состоянии, это опасно так разобранно жить. Да еще с такими начальными условиями к 24 февраля. Наконец, еще одна беда. Интеллектуальная элита. Ее нету. Элита та, которая управленческая, которая хорошо знает способы выживания, объяснения, почему то или иное не сделано. А интеллектуальной элиты нет. В советское время, тем не менее, интеллектуальная элита была, там был профессор-преподавательский состав, там вузовский профессора, технический интеллект, потому что оплата труда ее было в 3 раза больше, я говорю о профессорах, 3-4 раза больше, чем в среднем по региону. Сегодня профессора выживают, они вообще о чем могут думать? Они думают о выживании, поэтому они еще, более того, совершенно более серьезно зависимы, чем в советское время. Да, там было давление партийного аппарата, парткома, но все равно дискуссии были более в советский период, и дискуссии были внутри, особенно начала 80-х годов, что надо делать, как нам реформировать наш Советский Союз. Мы когда реформировали, что он распался.
Вот это тоже беда, что у нас подпитка вот новыми идеями, идеологиями, влиянием этой элиты. Интеллектуальная элита на власть придержащая – ноль. Ее нету. Потому что она, во-первых, сама ослабла, а второе, власть придержащим не нужно это все. Они не интересуют им, они сами все знают. Вот самое интересное, начальники все знают. Зачем им советы, если они все знают? Но тем не менее, Булат Скандарович, давайте поговорим о том, действительно, вот вы достаточно такую пессимистичную картину обрисовали, и с вами сложно не согласиться. Картина удручающая, и мы все знаем примеры, почему это так, почему вы правы. Но что нам делать в сложившихся ситуации? Можно я этот вопрос задам сначала Сергею Георгиевичу, а потом этот же вопрос вам. То есть предложение вообще, как выйти из этой сложной ситуации? Есть ли у нас возможность действительно при таких вводных данных добиться какого-то результата и в СВО, и в требованиях к миру, которые озвучивает Владимир Владимирович? Вообще, есть ли вообще как бы шанс? Являем ли мы из себя что-то, когда чего-то требуем? И как вообще этим чем-то стать, Сергей Георгиевич? Ты знаешь, Антон, мы уже столько раз говорили о том, что нужно делать и в наших передачах, и в программных, и в выборных делах. Кстати, если говорить о нас, о вот политической деятельности, которая во многом в результате воплощается в выборы, мы на любом уровне, хоть на областном, хоть на федеральном уровне, каждый раз представляем свои предвыборные программы. Поэтому говорить мы и давать предложения достаточно много делали. Кстати, после этого, значит, многие потом записываются в программы наших оппонентов. Правда, мы сегодня уже говорили, что никто ничего не выполняет, к сожалению. Это одна из самых главных проблем. Главных проблем в том, чтобы была ответственность за исполнение. Стратегии, которые вот тут мы уже часто к ним сегодня возвращаемся, это такого программно-целевого плана документы, то есть вот эта цель, к этому нужно стремиться. Но затем, это вот с точки зрения механизма, что ли, и не только что нужно делать, а как нужно делать. Затем вот эта стратегия, где записаны цели, они должны воплощаться во вполне конкретные, достаточно серьезные документы с ответственными, со сроками, там, с конкретными цифрами там, и так далее, и так далее. А вот здесь у нас как будто кто-то все время черту проводит между этими документами. Значит, все те документы, которые по уровню ниже и должны быть направлены на, значит, ну, скажем, там, трехлетнее, годовое планирование, они как будто в каком-то в своем мире рождаются, и рождаются в виде таких же документов, концепции, значит, прогнозы, и такое, и то еще в 3 вариантах эти прогнозы и так далее. То есть привести к ответственности людей, которые вроде бы выполняют, а вроде бы и не выполняют то, что нужно в соответствии с стратегией, невозможно. Невозможно. Поэтому вот это вот ручное управление, о котором уже Булат Искандерович сказал, значит, оно привело к тому, что, значит, невозможно возложить ответственность не на одного исполнителя. Ведь управление-то у нас ручное, а ручное управление руками президента делается. Руки-то президента, а те люди, которые вроде бы, так сказать, должны исполнять, они просто стараются довести до президента каждую свою проблему. И, так сказать, вот улучшить минутку, подписать какой-то документ, там, изложить какую-то проблему, попросить денег и так далее, и так далее. То есть что у нас с вами получается? Что исполнители, с одной стороны, находятся вот в таких документах, которые имеют такой туманный характер типа прогнозов, да еще в 3 вариантах, и в любом случае вот там обращаются за ручным управлением и, так сказать, получают там или какой-то кивок, или деньги там, или, значит, указ какой-то, приказ и так далее. Это абсолютно
не жизнеспособная система управления страной, особенно такой страной, как Российская Федерация. Значит, при такой системе можно управлять, ну я не знаю, бригадиром на свиноферме. Тогда, когда можно проследить за каждым, каждому взгреть, каждому пинка дать, кого-то похвалить, кого-то там по голове погладить, кого-то утешить там, и так далее, и так далее. Но страной так управлять нельзя. Нельзя. Должны быть ответственные люди и в территориях, и, значит, на уровне правительства и министерства, где, вообще говоря, знаете, вот это какой-то КВН, когда формируется новое, значит, правительство и новые министры. Ведь вот спроси человека, даже занимающегося политикой, смотрящего, что происходит, а кто будет следующим премьер-министром? Никто никогда не знал и не знает. Ну, может быть, знает там 1-2 человека в стране. А ведь такие вещи выращиваются в течение многих лет и даже десятилетий. Идут постепенно, там, как по-английски, step-by-step, значит, по ступенькам. И, значит, можно было сравнить, что вот у человека на предыдущих постах были вот такие-то результаты и так далее. А мы назначаем министров, которые не имеют, значит, образования в этой вот отрасли, которой он руководит. Ну, как так может быть? Значит, это вот с точки зрения того, что все подвешено на ручном управлении, вот это вот одна из самых серьезных проблем, она и приводит к безответственности. Я много раз говорил, вот ярчайший пример. Значит, я, так сказать, активно занимаюсь Байкалом и экологией. Постановление, вернее, поручение президента под номером 1818 от сентября 1919 года. Сорвано 6 раз. И вот под срыв уже, значит, идут сроки, которые по концу этого года. Разве можно было себе представить людей, которые жили в советское время, если глава государства давал распоряжение, и оно срывалось там 6, 7, 8 раз? Система управления у нас настолько стала, тормозом, мягко говоря, неэффективной или тормозом, как говорит Булат Искандерович, она стала своей противоположностью. Она не работает на страну, на людей, на развитие и так далее. Это все, что можно говорить, это неразбериха и бардак, извините за выражение. Я полностью согласен с Сергеем Георгиевичем. Значит, ручное управление было у нас вот до войны, во время войны, уже после войны оно было меньше. Но в этом ручном управлении, то есть Сталин забрал все, что можно, даже мельчайшие вопросы, были ходить через политбюро, то есть через него. Кстати, это в то время, когда надо было индустриализация, там, из совершенно одного уровня переходить в другой, это можно было оправдано, хотя коллективизация была провалена. То есть она не дала роста сельскохозяйственного производства, да, и многие были ошибки сделаны и в индустриализации. Во время войны, да, во время войны, но там был Государственный комитет обороны, который там было 5 человек, потом 7 человек, и все они обладали серьезнейшей властью для того, чтобы по своим схемам проводить то или иное решение. Наконец, послевоенное восстановление, первые секретари обкомов, то есть руководители территорий, обладали огромной полнотой власти и ответственностью. Были государственные планы, пятилетки, то есть и там записаны контрольные цифры. И это невыполнение контрольных цифр связано было и с территорией, и с отраслевым министерством, приводило к тому, что человека могли убрать с этой должности. Он должен выполнять эти контрольные цифры. Наконец, была внутрипартийная демократия. Если директора предприятия, учреждения не выбирали в партком, тайным голосованием коммунистов 50%, он потерял должность. То есть он обязан был договариваться с передовым отрядом советского народа, то есть членами коммунистической партии. Сегодня это близко этого нет. Сегодня первые лица сверху донизу только определяется следующий уровень иерархии и до самого президента.
То есть это ручное управление самое предельно к этому ручному управлению пришли, и оно абсолютно неэффективно. Потому что все складывается так, это выполнение указа распоряжения президента, контроль за ними, за это не несет ответственности. Не несут ответственности. Грохнули авиационную промышленность с 2000-х годов, на моих глазах это проходило. А сейчас те же самые люди восстанавливают авиационную промышленность гражданскую с образованием далеко от авиационных инженеров. Автомобильная, космическая, ну много чего. Все, что называется высокие технологии в промышленности, средние технологии, все, что с этим связано, оно не восстанавливается. Другая даже вещь, да, допустим, сегодня вызов нам легкая промышленность, обувная, плечевая, все, что связано, мы сами себя должны развивать, все это же было. Какие-то действия, серьезные движения для восстановления нашего промышленного и другого потенциала делается, чтобы про те же самые инвестиции говорят, связанные деньги, экономическую, совершенно пределную финансово-экономическую политику пересматривать. Ничего не делается. Я говорю, инвестиции в основной капитал и волновое кормление основного капитала последние годы не растет. Раз вы новое не вкладываете, значит не будет экономического роста. Еще до 24 февраля. Эти самые люди сегодня проводят эту финансовую политику. Весь финансово-экономический блок это и первый вице-премьер Белоусов, это и министр финансов Силуянов, это директор это управляющий Центрального банка. Мы же сейчас вопиют дорогие деньги, сложности с открытием новых предприятий, недавно госзаказа. А самое главное, у нас нищее население, оно же не покупает. Если население нищее, то экономики нет. Оно может покупать отдельно продукты питания, небольшую одежонку. Все. Это основная масса населения. Малый и средний бизнес 22%, а мир 60%. Мир 60%, в Китае 60%, в Польше там более 50%, а у нас 22%. У нас даже корпорации есть малого и среднего бизнеса, толку нет. Дальше. Доля этого, это я говорю, доля ВВП, это все эти 60% в долях ВВП. То есть они не являются основным экономическим субъектом, в котором захватывается основная масса населения, которое производит ту или иную товар и услуг. Вот эти серьезнейшие, тяжелейшие диспропорции, которые сегодня в нашей экономике, это обсуждается? Нет. На правительстве обсуждается? Нет. Какие-то сиюминутные вопросы туда-сюда и все. Обсуждается сегодняшние миазмы, вопиющие миазмы сегодня перекошенной структуры нашей экономики. Кто-то сказал об этом. К сожалению, и Академия наук не говорит, и наши экономисты не говорят, их не слышно, но они забитые, слабенькие, никакие. Ведь это беда, а ведь власть должна слушать науку. Но они сами все умные. С них же не спрашивай за результат. Вот если бы спрос был за результат, условно, восстанавливаем авиационную промышленность. В советское время, в 1985 году, 150 больших гражданских самолетов, а всего 500 в год делалось. Вот господин Мантуров. Когда будет 150? И все самолетный парк был наш. Когда? Когда будет? Причем это, надо сказать, 2-3 года, все, дорогой мой. Ты сам разрушал, ты давай восстанавливай. Что ты можешь? Мяуканье будет. А может даже будет глухое молчание, ничего не будет. Теперь еще один пример. Вот недавно, пару-тройку месяцев видел встречу, кажется, губернатора Томской области с президентом. Все хорошо, вот все баррикадится, просто все хорошо, все. Но там в конце, вот понимаете, Владимир Владимирович, нам не хватает денег, у нас дети учатся в 2 сменах. Не хватает 16 школ. Огромная беда. Значит, в развитом Томской губернии, где есть научные центры, он про них говорил захлеб, а то, что дети учатся в 2 смены,
и не хватает 16 школ на всю Томскую, не очень большую губернию, это так заодно. И он обращается к тому, что вот федеральный бюджет, президент должен помочь. Во-первых, это не уровень президента. Во-вторых, там огромные томские нефтеперерабатывающие заводы и комбинаты. Но налоги-то не там, а налоги в Москве. Ну, переделайте налоговую систему, чтобы 40 в центре, а 60 в регионах, а не наоборот. Еще даже 30-70 или 65-35. Это же беда. Регион не развивается. Дальше. Чтобы стать начальником хорошим, управленцем, у него должен быть, он должен решить целый ряд иерархий. Здесь Сергей Георгиевич говорит, он должен на проблемах вырастить. Где вы вырастете на проблемах, если эти проблемы все замыкают только на одного президента? Проблемы. Тут прекрасный вот пример мобилизации. Вот была сразу мобилизация, и она, в общем-то, сделала, показали, что совершенно не готовы. Так общегосударственного мероприятия. Какие были ошибки. А таких мероприятий должно быть у нас в государстве достаточно много. Вот то, что я назвал, исправление всех этих диспропорций. И на каждом из этих исправлений должны быть конкретные люди, конкретные сроки и конкретная ответственность. И еще до этого у него это бэкграунд, послужной список, что он преодолевал, умел работать, умел управлять крупными объединениями, организациями и иметь положительный результат от этого. Не ля-ля рассказывать это захлеб того, что президенту, что как хорошо у нас там живет и все прочее. Всегда только положительные примеры. Только все у нас хорошо. У нас много-много нехорошо. И надо говорить на каждом этапе. Нехорошо. Вот это вот, что нехорошо. И значительно больше нехорошо, чем хорошо. И не надо сравнивать, вообще говоря, или значительно меньше сравнивать с советской действительностью. Прошло 35 лет. Вот 85-й год, сейчас вот 37 лет. То есть это более чем треть века. А представьте, если бы мы до 85-го года, у нас 4,5% среднегодовой темп роста ВВП был. И достаточно хорошо развивалась страна. Потом, значит, грохнули в перестройку, она стала обеднелой. Вот мы сравним с годами, когда было плохое руководство страной. Плохое, неэффективно. Но сегодня к чему пришли? Поэтому должна быть пересмотрена вся система управления. Степ-бай-степ. Но и самое главное, даже в этой системе должны быть сроки, цели выполнения и результаты и ответственность. Публичное. Не выполнил, выпорют. Как это бывало, вы помните, многие не знают и не помнят, как на съездах и на пленумах, иногда это выходило и в средства массовой информации, пароли министров и первых секретарей обкома. Вот так. Булат Скандарович, Без спасибо. Можно? Мы, к сожалению, достаточно ограничены во времени, и хотелось бы и нашего иркутского гостя Алексея Петрова тоже услышать с его мнением, что нужно делать в сложившейся ситуации. Озвучено достаточно много проблем. И в завершение, после того, как вы, Алексей, выскажетесь, я хотел бы каждому из наших сегодняшних гостей задать вопрос с коротким ответом в одном-двух предложениях. Кому все-таки нужно закругляться? Потому что Владимир Путин предложил Западу закругляться с его подходом. А тем не менее, Алексей, вот ваше предложение, что нужно делать вот для того, чтобы вот все проблемы, которые мы сегодня озвучили, чтобы как-то их решать, начать решать хотя бы? Ну, я буду намного короче говорить, сразу скажу. Во-первых, мы сейчас живем в таком мире мировой повестки дня. У нас все внутренние проблемы ушли на второй план. И кажется, что сейчас все самое важное, самое главное проходит за пределами нашей территории. Поэтому, конечно, бы хотелось все-таки, чтобы руководители, те люди, которые принимают решения, сели за стол переговоров. Какие бы у них ни были отношения, там, сложные, неприязненные, обидчивые и прочие, они должны все сесть, договориться и решить вопросы как бы с нашими бывшими соседями по границам. А если говорить о проблемах внутренней политики,
Надо вспомнить, как называется наше государство. Мы называемся Российская Федерация. Мне кажется, что у нас от слова «федерация» уже, к сожалению, ничего не осталось. Потому что субъекты, они сейчас так встроены в вертикаль, что никакие решения они самостоятельно вообще не принимают. Увы, все принимается в центре. Есть центр принятия. Вы знаете, вот в космической отрасли есть центр, так сказать, там, принятия решения, когда вот там нажимаешь на кнопку, чтобы та или иная ракета полетела в космос. У нас даже в нашей вот сейчас в российской политике, в экономике тоже есть центры, которые в одном здании находятся на Старой площади, именно там принимаются все решения. То есть, к сожалению, у нас исчезла региональная политика, у нас нет никаких центров принятия решений именно на территории. Я, знаете, вот недавно был, буквально неделю назад, на северных территориях Иркутской области в командировке. Это езды 12, 15 и более часов. Надо представить, что если бы мы сейчас с вами жили в европейских государствах, мы бы за это время уже пересекли несколько территорий разных стран. А мы находимся на территории только одного субъекта, одного из крупнейших в России, Иркутской области. И очень трудно, мне кажется, в Москве понимать, что здесь происходит на местах. Ну, по одной простой причине, что у нас где-то уже снег, а где-то еще трава. Очень огромная территория. Конечно, регионы должны иметь больше денег. Я вот недавно читал отчет, это общественный совет выступал перед Федеральной налоговой службой нашей региональной. 100 с чем-то миллиардов рублей в этом году осталось в Иркутской области, а 550 миллиардов собранных налогов на территории Иркутской области ушло в Москву. То есть мы в 5 раз больше отдали, почти в 5 раз больше отдали иркутских денег. И как-то понимаете, это в моем восприятии, что это совсем не про федерацию. Это, вы знаете, вот как в старые добрые времена, когда мы сказки смотрим, особенно такие восточные, когда там по щелчку надо было вот там баранов, там, не знаю, мешки с золотом везти какому-то султану. И вот то же самое территории, регионы Российской Федерации очень богатые, уникальные там, и природными ресурсами, и интеллектуальными ресурсами. То есть они даже, к сожалению, не могут распоряжаться своими финансами. То есть надо, конечно, полностью проанализировать, что происходит. И после решения всех вопросов внешних подумать, к чему мы идем. Я не дам никакого вам рецепта, Антон, понимаете, в чем дело? Потому что есть специальные люди, которые выписывают рецепты, и есть специальные люди, которые ставят печати на эти рецепты. Вот даже в поликлинике там наша регистратура отдельно, там врач отдельно. В России большое количество умных людей и огромное количество людей, которые принимают решения. Есть человек, который принимает все решения за всех. Недавно Сергей Степашин сказал, что, наверное, может, сказал то, что как раз и узкий круг уже принял решение, что у нас не может быть другого президента. И, значит, уже решение принято на 2024 году. Значит, в 2030 году должны встретиться и поговорить еще раз, если до этого времени ничего не поменяется. К 2030 году Владимир Владимирович Путин станет просто искусственным интеллектом уже, наверное. Мы дальше передаем слово или есть еще что-то? Я думаю, что давайте уже... Мы поговорили сегодня достаточно уже, послушали умные мысли. Булат Скандерович, вот Владимир Владимирович говорит про смене эпох, про смену вех, и все-таки закругляться надо Западу или у нас что-то должно вообще поменяться? То есть нам нужно речь вести о глобальных делах сейчас или о том, что у нас в стране происходит? Вот в нескольких коротких, емких предложениях скажите, пожалуйста. Нам нужно говорить о себе. У нас наши проблемы внутри страны. Это первое. И надо их сформулировать. Это те недостатки, которых, те перекосы, которые произошли в нашей социальной, политической, идеологической жизни. Это должно быть
Причем нелицеприятно. Говорит критично, жестко. И как вот я вот только столетие Зиновьева был, вот как Зиновьев Александр Александрович, один был тогда. Но в 1968 году у него была зарплата завкафедры МГУ 500 рублей. А тогда в 1968 году средняя зарплата, вот я тогда почти, значит, 140 была, средняя, 130-140 была. Значит, у него, он профессор, он мог позволить себе, он не выживал, он нормально существовал и мог мыслить. Вот это вот пример того, что сегодня наша интеллектуальная элита вообще только выживает. Я интеллектуально говорю, я говорю о тех, кто занимается умственным трудом. Наконец, да, нам немножко повезло, что на той стороне там, конечно, очень ослабленные лидеры. То есть вот на фоне их наш президент просто блеск. Просто блеск. На фоне этих вот этих первых лиц государств, европейских, ну уж не говоря о Соединенных Штатах, очень президент Байден. И это как бы вызывает восхищение, гордость за нашу страну. Тогда, когда он вот этот Валдайский клуб, его выступление, его информированность, прочее. Но надо, чтобы президент осознал то, что происходит внутри страны. Не то, что ему приезжают каждый раз губернатор или тот министр, или решения в правительстве, что у нас более-менее ничего, хорошо, или, так сказать, мы сейчас все быстро, вы сейчас нам поручили, мы все вам выполним. Это не так. Я вам сказал эти цифры. За 30, за 20, вот я слышал, с 2008 года экономический рост в стране в среднем 0,7%. Ребята, у нас с 2012 года не растет доходы населения, падают они. У нас социальная сфера деградирует. Образование, здравоохранение, культура и прочее деградирует. Все пытаются какие-то крошки с барского стола получить. Это не так. Это не русский мир, который мы должны показать всему человечеству. Великая Россия и великий русский мир. Он у нас не великий. И вот это понимание, что надо сильно исправлять все, да, власть придержащих. Да, кстати, правила игры такие. Если ты придешь с отрицательными, теми или иными отрицательными своими информацией, прочее, прогнать могут. Кстати, товарищ Сталин тоже очень не любил, когда приходили с отрицательной какой-то негативной информацией. Это как раз воспоминание адмирала Кузнецова. Он очень не любил. То есть все хорошо, вот тут немножко вот так вот мы немножко поправим. Вот понимаете, в этом, кстати, и слабость всей этой ручного управления и замыкания управления на одном человеке. Нет системы управления. И вот понимание, что надо выстроить всю систему управления в стране, сегодня это нет. А вот когда она будет, значит, я не хотел бы, чтобы возникла ситуация необратимая, когда уже невозможно ничего исправить. Вот сегодня мы еще можем исправить, но может так случиться, что мы начнем ослабевать так быстро, что дальше возникают такие напряжения в обществе и такое недоверие у народа к власти, который может привести к серьезным деформациям. Это огромная опасность для нашей страны. Спасибо большое, Влад Искандерович. Сергей Георгиевич, ваше мнение, кому, ну или чему нужно закругляться? Я думаю, что закругляться нужно с нынешним экономическим, социальным курсом, с политикой. Тогда закруглиться, тогда не будет, что она у нас самостоятельная и развивает страну. Тогда и они вынуждены будут с этим мириться, ну и где-то подсознательно это будет вызывать уважение. А тогда, когда мы делаем все по западным лекалам, копируем,
а в результате еще сделали плохую копию и получилась пародия, вот, то тогда сильным не будешь никогда. Нужно закруглять с нынешним политическим, экономическим и социальным курсом. Все правильно. Правильно. Спасибо большое, Сергей Георгиевич. Спасибо большое вам, Булат Скандерович, Алексей. Большое вам спасибо за то, что приняли сегодня участие в нашей программе. Мы очень ценим ваш интеллектуальный вклад, временной вклад. И спасибо от всех зрителей. А зрителям большое спасибо за то, что досмотрели нас до конца, за то, что поставили лайки, подписались на канал и поставили колокольчики. Если не сделали, у вас есть время исправиться. Увидимся с вами через неделю. Всем хорошей недели. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.